Ну, наша студия уже давно снимает ансамблю фольклорной музыки филармонии Республики Татарстан такие маленькие фильмы. Раз в год, иногда 2 раза в год мы выпускаем такие новеллы, можно сказать, такие киноновеллы, короткие, музыкальные. Вообще творчество ансамбля, которым руководит Айдаровый, меня вдохновляет вот этот академический, классический стиль, уровень подготовки музыкантов, певческий уровень, основа традиции народной музыки. Вот. И когда-то очень-очень давно мы делали, наверное, первое произведение «Парад». Там как раз была тема Габдуллы Тукая. И в этом году мы опять вернулись, получается, к этой теме. Сняли такой небольшой музыкальный фильм по произведению Идель-Йорт. Ну, это такой некий экскурс в историю, короткий, за несколько минут, там 5 минут, 6. Вот. И мне очень импонирует глубина идей, которые закладывает в свои произведения этот коллектив, подход руководителей Айдаровой, то, что, например, такая глубочайшая тема – это работа с архивами, которые сделали в Первую мировую войну немцы. Они записывали очень много информации, и в том числе песни, которые исполняли военнопленные солдаты в лагерях военнопленных в Германии. Таким образом, остались для нас, вот таким вот образом, остались произведения, многие которые были утеряны, забыты, не были, видимо, зафиксированы. И на основе одной из такой композиции «Заман» мы сделали несколько лет тому назад такой, ну, я не люблю называть видеоклипами, так, новеллу, музыкальный фильм короткий, где показали как бы историю одного из солдат. Чтобы глубже изучить этот вопрос, я ездил на границу с Польшей в Беларуси, в город Слоним, где есть такое захоронение, единственное захоронение солдат, живших в Казанской губернии, в Самарской, в Уфимской губернии. Там это все прямо написано на их могилах надгробных. И за этим кладбищем, оно такое живописное, в лесу, ухаживает литовский татарин, ну, они так себя называют, польско-литовский татарин, Сулейман Барашевский. Он хазрат, вот, и ну, он очень много рассказал о том времени, там в музее как бы хранятся экспонаты, очень чтят героев того времени. Вот, я как бы потрясен, и это меня вдохновляет, то, что Татарская филармония затрагивает такие глубокие темы.